Магас – один из самых юных городов планеты, но одновременно он же по праву считается старейшим городом Северного Кавказа, чья история на целое тысячелетие уходит в темные времена Средневековья. Свое имя город Солнца унаследовал от названия столицы древней Алании, полиэтнического государства на территории современной Ингушетии, представлявшего собой союз горских народов и племен. Впервые город Магас поминается в сочинении Мурудж-аз-Захаб «Золотые луга и россыпи самоцветов», принадлежащего перу арабского историка X века Ал-Масуди. Своим процветанием и бурным развитием центр Алании обязан удачному местоположению на пересечении двух важнейших торговых маршрутов Средневековья – знаменитого пути из Варяг в Греки и всемирно известного Шелкового пути. Активное участие жителей древнего Магаса в товарообороте между Западом и Востоком, Севером и Югом подтверждают многочисленные археологические находки. Так, в 1996 году при строительстве подъездной дороги на глубине 8 метров были обнаружены 1,5-метровая золотая цепь, удивительно тонкой работы драгоценная брошь и другие ювелирные изделия. Более подробные сведения о столице Алании относятся к самому драматическому периоду ее истории – первой половине XIII века, времени похода монгольских орд в Восточную Европу, к последнему морю. В своей «Истории мира завоевателя» персидский историк Ала-ад-Дин Джувейни пишет: «Когда Каан Угитай во второй раз устроил Большой Курилтай, 1235 год, и назначил совещание относительно уничтожения и истребления остальных непокорных, то состоялось решение завладеть странами Булгара, Алан и Руси, которые находились по соседству становища Бату, не были еще окончательно покорены и гордились своей многочисленностью». Из всех намеченных к завоеванию городов Восточной Европы в монгольской и китайской хрониках упоминаются только Магас и Киев, лишнее свидетельство значимости столицы Алании. В 1239 году полчища кочевников под предводительством Менгу-хана приступили к осаде Магаса. В то время столица Алании состояла из примерно 20 городищ, которые в целом образовывали единый укрепленный район площадью более 100 квадратных километров. Городища располагались группами или гнездами в пределах видимости друг друга, мелкие вокруг крупных. Центральное поселение было опоясано могучим рвом глубиной 7 метров, включенным в сложную сеть фортификационных сооружений, в число которых входила и цитадель. Столкнувшись с ожесточенным сопротивлением горожан, монголы вынуждены были применять саперные подкопы и метательные орудия – баллисты. С впечатляющим мужеством защитники Магаса отражали один штурм за другим, но силы были неравны. В январе 1239 года, после полуторамесячной осады, столица пала. Жители ее были истреблены, а стены разрушены. От Магаса остались только имя и добрая память. Так завершилась история крупнейшего для своего времени города Северного Кавказа. Но сегодня, в веке 21, Магас возрождается на прежнем месте, словно феникс из пепла. Это чудесное воскрешение нашло свое отражение в символике города. Герб ингушской столицы выполнен в виде французского щита. Поле щита красного цвета, символизирующего мужество, радость, победу, неустрашимость и стремление к прогрессу. Щит является олицетворением воинской чести, доблести и защиты слабых. В верхней части щита расположено золотое солнце, символ мира и процветания. Солнце – это выражение новых жизненных сил, истины и правды об истории героического народа, жившего в наших горах и защищавшего Магас. Символизм солнца проявляется в его несокрушимости и вечности. В центре щита размещен золотой орел с распростертыми крыльями. Он воплощает собой силу, власть, величие, гостеприимство и возвышенные устремления. Орел выражает идею возрождения и обновления.
а также новое рождение столицы Республики Ингушетия, города Магас, некогда одного из крупнейших городов древнего Северного Кавказа. Орел представлен в золотом цвете, как символ могущества, постоянства, богатства, великодушия, силы, чистоты, величия, справедливости и высшей духовности. На груди орла ингушский щит красного цвета с изображением золотого солярного знака с 3 завитками, направленными против часовой стрелки. 3 луча обозначают 3 высших ценности – веру, знание и добродетельное поведение, а также и 3 лика времени – прошлое, настоящее и будущее, как символ вечного обновления и возрождения мира. Возрождение Магаса началось 23 февраля 1994 года с закладки краеугольного камня.